бы тут особо так ничего. Я-то сразу объяснил, что у меня каких-то навыков нету, но если надо меня куда-то вписать, конечно, если от этого польза для нашей государственности, для нашей вот политической борьбы, ну, 100% я согласен. И вот так я подписался. Ну, мы здесь действительно там представительскую какую-то работу вели с Хусейном, потом даже других вот этих в Европе, самого Закаева мы как бы мотивацию давали, они тоже активизировались там. И, так скажем, вот это годами там вели ну, такую деятельность, скажем так, активную. И в итоге там вокруг Закаева какие-то настроения непонятные возникают. Либо я и полностью не соответствую их запросам, вот этих жамаатов лубянских, которые сзади Закаева. И меня аккуратно, не так, чтобы... Это я потом уже задним числом понимаю, да, я-то там искренне в этом деле нахожусь. Вот не так, чтобы меня полностью от себя, скажем так, оторвать там и сказать, давай, короче, тебе спасибо, до свидания. А технично меня с вот этого статуса представителя меня перебили почему-то в статус там департамент молодежной политики. И я объяснил, алло, если вы нашли какого-то представителя здесь, да, это в частности Роза вот это была, Дунаева Роза, куда, что наоборот, Битпечму, она тоже активная женщина, тоже подключилась к этому делу. И я наоборот, один из тех, кто ее наоборот предлагает, да, вот давайте ее назначим представителем, а я буду как помощник, то что угодно надо там. А я тоже, короче, в этой теме. То есть, наоборот, как-то, чтобы более полезно что-то было. И тут получилось так, оказывается, меня там наверху сказали подвинуть, и чтобы меня так-то жестко не бортануть, меня, оказывается, переместили в какой-то департамент молодежной политики. И вот это вот понемногу началась вот эта религиозная деятельность уже вот в этом жамаате закаевском. А То как есть к такие... этому... Да, да, Ага. вистало, чтобы я А монолог не как... вел. Ага. А как вообще к этому причастен там Лоти, Рухай, там, Мухаммад? Я тебе объясню, я сейчас к этому четко тебе постараюсь всем разъяснить, что здесь происходит. То есть вот эта, скажем так, тема, да, закаевская, она, ну, он тоже как бы активизировался, э, вот эти джамааты вокруг него активизировали и аккуратно начали религиозную тему гнуть. То есть вот там в преддверии украинской вот этой войны, в частности, там за полгода, за год, даже за полтора, наверное, началась вот эта религиозная тема. То есть аккуратно вот этот вектор, скажем так, закаевской, там, политической вот этой деятельности, он начал смещаться в сторону исламизма. Как бы, ну, официально, скажем так, да, потому что неофициально они уже давно там вот этими религиозными делами страдали. Каждое какое-то совещание, какие-то конференции, там, всякие там салаваты, всякие дуа, короче, там, азаны, короче. Вот такая тема там была. И вот они начали смещать вектор деятельности, своей политической деятельности вот в сторону исламизма. И Фуерса, я уже начал понимать, что там происходит, и я в этом деле аккуратно от этого начал абстрагироваться. То есть, потому что если бы у меня был бы какой-то интерес там в джамаате каком-то или в каких-то там идеологических вот этих вот там, чаяниями я бы страдал, зачем мне нужен в Европе живущий какой-то полудемократ, полуисламист Закаев, чтобы рядом с ним
куда-то лезть и вот так через него какие-то религиозную вот эту вот, ну, религию, миссионерчеством религиозным заниматься. Мне это вообще полный тупняк. То есть Я Закаев лучше, знал, что так будет. да, я бы лучше сразу куда-нибудь, вон, какой-то ИГИЛ туда бы напрямую, чем вот эти, зачем эти прокладки, которые вообще здесь где-то Так если он хотел существуют. демократическую республику сделать, тогда зачем было идти к тому, что будет Никакой разрушен? там демократической нету, мы сейчас подойдем к этому моменту. То есть А, они официально начали гнуть вот эту религиозную линию, начали встречаться здесь с вот этими джамаатами, с вот этими исламистами ярыми там, которые Масхадову там теракты делали еще нашему президенту нашей республики. Плюс 32 осуждают. Просто разъясняем здесь. Там вот это Джамбулатов, Сулейман, вот эти вот во Франции джамааты, которые в Швеции, здесь в Австрии есть вот эти удуговские всякие, ну, короче, Эмират Кавказ и так далее. Вот это вот вся религиозная вот это, скажем так, верхушка, да, там, управленцы, вот эти, ну, кто там управляет, это мне четко понятно, но вот, скажем так, в чеченской среде люди, которые на виду, вот это всех как бы пытается Закаев вместе с ними, скажем так, объединиться, да, во что-то вот единое. Какие-то у них начинаются круглые столы. Я против этого, Хусейн Исханов против этих круглых столов. Остальные, кто возле Закаева там, э, все они в основном за. Ну, есть, там были возле него те, которым вообще там по барабану. То, что Закаев делает, для них это как бы правда, истина последней инстанции. То есть люди без идеи, да, какой-то, чисто, вот для них Закаев это все. Все, что он делает, это как бы правильно. И потихоньку они вот эти же круглые столы сначала там где-то в Бельгии привели этих исламистов. Ну, эти тоже исламисты, просто те, короче, городами с вот такими. В Бельгии начали с ними приседания делать. И туда, главное, тянут всех с собой. Потом это в Германии эти приседания сделали, вот в частности, корона, когда началась, в 2020 году в начале. На как раз день смерти, по-моему, Масадова, это вот на этот период был, в 2020 году. Там, короче, провели нормальных, серьезных вроде людей собрали, там, интеллигентных, там, светских. И туда привели вот эти жамааты, с ними начали вот эти разборки. Ну, непонятные вот такие спектакли происходили, как бы объединение под одно командование, скажем так, всех исламистов. И в итоге потом два шведских столика у них прошли в преддверии украинской вот этой вот русско-украинской войны, где они все объединились на Низам 2002. Это вот это исламистский, короче, ну, такая концепция исламистов. Кто хочет ознакомиться, он может и в Чечен Пресс зайти, Низам 2002, поиски там поискать, и полностью там высвечивается вся их идеология. То есть то, на чем они объединились. Это там, Ибраим, джихад. Да-да. бехмобила саваша варианта, модератор Русун. Хочу Сейчас я этого тебя модеру. человека. Да только это самое, не глуши Ручку, людей. ручку, Просто ручку, ручку заберу, ручку. смотри, ручку забери на 5 минут. Как бы не вырубай людей, а учи их. Я тебя включил, да? Так, я это включил. Не вырубай людей сразу, а просто учи их там чуть-чуть морали, нравственности. Вот, Мгм. предупреждай. Так, и вот они в преддверии вот это. Кстати, Закаев сам, судя по его интервью, он вообще не в курсе, что вообще на Украину Россия вообще посмеет когда-нибудь напасть. Потому что в преддверии самой за пару дней, точно я сейчас могу ошибиться, то ли за день, то ли за
пару-тройку дней, вот в этот период, ну, прям в преддверии того, как Россия напала на Украину, он давал интервью, что никогда в жизни Россия не нападет на Украину. Да вы что, короче, типа не посмеет там туда-сюда. Вот эти всякие его, как аналитика туда приглашают куда. Непонятно почему, потому что его аналитик, как я не знаю. И либо он знал, что там происходит, и умышленно всех. То есть там только два варианта, да, знать, что Русня нападет на Украину и всех пытаться, скажем так, усыпить, да, либо вообще полный ноль. Вообще не то, что уже весь мир как бы ожидал этого нападения, потому что они уже подтянулись там и так далее, а он в этот момент дает интервью, никогда в жизни там не нападут они, да уж что там туда-сюда. То есть это говорит о том, что вот это объединение всех джамаатов, оно происходит не из-за нападения России на Украину, оно еще за там, года полтора, какой там полтора, еще если, ну да, за года два как минимум этот процесс уже начался в сторону исламизма и так далее. А вот где-то после встречи вот этой в Германии, где-то в 2000-м, и потом еще какое-то время, и я уже вижу, что они уже вот этот Айлам Паш, который с ним э, Уэртон, Артаханов, Абдулла, Алим Паша, Салтыханов, потом вот этот Мула Хусейн, э, тоже из Германии, который вот это в Кадыровской мечети, там, который в Германии где-то построена, Аймани Кадырова, или Нисиевна, я не знаю, как с ее имени они построили там мечеть, там где-то он мулит. То есть вот это такая компания их, они вот эту гнули, эту линию, короче, религиозную. И в итоге в Чеченской республике сделали какой-то спектакль, да, когда принесли тела убитых уже давно откуда-то из морга, потому что у меня эти ролики есть, они неприятные, но человек, который видел трупы, да, свежие, четко там видит, что это уже как бы старые замороженные тела, которые из морга достали их, расчленили по-безобразно, как бы по кускам вот так бросили. И они там показывают якобы войнушку, стреляют вот так вот уже там туда-сюда, какие-то съемки. Естественно, там какого-то боя нигде на камеру не попадает это, а потом показывают расчлененные вот эти тела, среди которых был Асламбек Бетукаев. Это вот этот последний эмир в Эмирате Кавказ, который потом перебили в Вилаят Кавказ. И этот Вилаят Кавказ, этот Бетукаев, он сделал байат дедушке Багдади плюс 32. Осуждаю, короче, всю вот эту вот деятельность. Он в Сирии, который был, дядя Багдади, плюс 32. Осуждаем. Просто здесь идет такая разъяснительная тема. И этот Асламбек сделал как бы присягу еще раньше, да, вот этому. И вот его там, он и еще там тройка человек, вот эти расчлененные трупы. То есть это 100% видно, что это какая-то вот специально затеянный сценарий. И тут же там Закаев выскакивает и дает Оман Турпал. Э, Короче, герой нации. Есть такая награда. Чеченской республики Ичкерия, да, у нас есть награда Оман Турпал. Вот эту награду вообще ни у кого не спрашивая, ни с кем не советуясь. Имеется в виду, там был такой политический совет, в который входили там, особо такие близкие к Закаеву люди. Я тоже там был. Я, короче, подробности собираюсь, да, рассказывать. Вот, э, как бы сейчас задним числом пытаясь, скажем так, кого-то
ну, с позиции какого-то обидчика, да, вот так я говорить не буду, но примерно именно этот момент, да, что вот эти особо какой-то близкий круг, он вообще не участвует в этом решении, да, когда Закаев там на камеру снимается, и вот этот Оман Турпал, герой нации, дает вот эту награду посмертно этому Батукаеву. Потом я им там в группу закидываю, я говорю, алло, 29, этот человек сделал присягу, он, дяди Багдади, вы в своем уме, короче. И они потом запаниковали, убери этот ролик, короче. Он потом другой разговор обратно сделал. Типа обратное заявление он делал. Я тогда начал настаивать, как раз это обратное заявление тогда покажите, потому что оно важно. Важно его опубликовать, и все должны знать, что он, короче, не в этой теме. Но как это очевидно, да, что обратного никакого заявления там не было, потому что там было только одно заявление у Асланбека, как он делает присягу вот этому, короче, Шмигилу. И в итоге они дали награду Шмигиловцу. Какой бы хороший парень этот погибший не был, но награда Шмигиловцу Оман Турпал, герой нации. И это делается от имени там правительства, от имени, скажем так, кабинет министров. Я тоже в этой теме. Вот на этом моменте я уже понял, что все, короче, здесь делать нечего в этом джамаате, потому что это уже все там явно, короче. Вот эта тема, она подводит аккуратно именно чеченский вопрос вот этой исламистской, как бы, движухи, грубо говоря. И я там тоже у Арцуева Аслана мы тогда в нормальных отношениях были. Я, в принципе, вообще никогда против него что-то не имел против Аслана. Просто Аслан сам абстрагировался. И изначально, когда, ну, забегая вперед, когда создавали Чеченскую демократическую партию, Аслан занял позицию адвоката шариата и адвоката идигов. И аккуратно сам отошел на этой теме от партии. Один из первых. Один из тех, кто постоянно, ну, как бы активный такой этот инициатор, да, чтобы мы создали партию. И когда мы ее создали, один из первых, кто от нее отошел, потому что он стал адвокатом шариата и адвокатом, личным адвокатом Идигова, который вот эти незаконно там подлог проводил в Конституции и так далее. И одним словом, вот эта тема, она сразу меня уже полностью, скажем так, ну, так насторожила, и я уже, когда с Асланом мы очередной раз стрим проводили, я на этом стриме высказался, я вот сам один из, скажем так, членов вот этого кабинета министров, ну, департамента, по нашим меркам, да, там, департамента молодежной политики. И я объяснил, что у нас здесь люди есть разных мнений. То есть люди, которые придерживаются там религиозной вот этой стороны, а есть люди, которые четко стоят на позициях отделения религии от государства. И я придерживаюсь вот этой позиции. После этого сразу Закаев там в панике, короче, со мной вышел на связь, и, короче, там мы аккуратно разошлись. И вот так вот, как бы, я от этой темы отошел. И там выжал какое-то время паузу, потому что, ну, опять попасть, там вылезти из какой-то этой религиозной темы и в надежде, что вот эти люди как бы стоят на позициях государственности, как, в надежде на это с ними начать как бы совместно там
работать, да, совместно действовать, и потом в итоге оказывается, что тут та же самая религиозная тема. Поэтому такая, ну, неприятное такое состояние, да, когда тебя считают дураком и пытаются использовать в этих религиозных темах. И ты как бы там искренне этому следовал, а тут получилось так, что то, что ты там годами делаешь, тебе как айкидо делают, да, то есть всю твою деятельность под э, исламское государство как бы утащить, да, там, или использовать это для интересов темы исламское государство. Так, вот примерно вот эта ситуация развязалась. Ну вот эти вот что сделали? Потом провели эти шведские столики, и потом начинается вот эта Украина война, потом этих привозят откуда-то из Турции, оттуда бывших вот этих игиловцев, исламистов, как бы пытаются маджахетов притянуть, я не знаю, вот это украинское дело. Украинцы должны хорошенько подумать над вот этой всей ситуацией, кто за ней стоит, кому интересна вот эта исламистская тема. И навести порядок. Даже если они используют исламистов, мы вот еще раз и очередной раз, и еще тысячный раз будем повторяться, как бы мы против того, чтобы, используя исламистов, их потом приклеивали к Ичкерии, вообще используя тему исламизма. Короче, вот примерно я, наверное, не совсем разборчиво, да, там эту цепочку веду, и слишком Нет, на себе тот, я, кто понимает, тот, кто слишком понимает, на не себе я понимает. тоже сконцентрировался, но я просто вот что хочу сказать. Вообще, вот эта вся начатая тема, да, там, такая, скажем так, съезжание, да, в сторону вот это темы исламизма, да, политического ислама, оно вот как раз сейчас потихоньку появляется, да, потому что вчера русский оккупационный режим в Чеченской республике, где пукнуть нельзя, извините меня уж за мою вот эту откровенность, да, ну, пикнуть нельзя, давайте я помягче скажу, без ведома или без разрешения русского вот этого царя, да, или вообще русской вот этой вот верхушки, которая там Россию, Русьме заправляет. То есть они вчера, 7 апреля, в суде, короче, приняли вот эту тему, что Чеченская республика Ичкерия, это, короче, Они террористическая, выразились по-другому. террористическая организация. Да, террористическая организация. Теперь вот то, что вот это Пушистик из ЧГТРК, тут, по сути, мы все сделали правильно, да, когда там ряд чеченских активистов организовался и создал Чеченскую демократическую партию. То есть абсолютно мы правильно это сделали. В 22 году мы учредили партию, хотя в этой партии были и другие люди, которые сейчас отошли. Некоторые отошли, вот как Аслан Настуев, в частности. По сей день против которого я не хочу все-таки еще как бы, несмотря на то, что он там наговорил и так далее, я как бы оставляю там место для маневра вот, в своем отношении к нему, да, там. Но он, вот, став на защиту, став, я не знаю, почему-то адвокатом шариата, изначально я это воспринимал как попытка оправдаться, да, от давления, которое со всех сторон начинает поступать, типа там, вышел из ислама, там туда-сюда. Здесь никто никого вышел, не вышел. Я никуда не вышел, например. Я сам, если надо, выйду и скажу, я вышел или зашел куда надо. Однако вот эта тема шариатов, ее мы аккуратно
раскладываем по атомам и хотим донести до своего общества, что эта тема вообще не живучая. Эта тема пагубная, эта тема там империй, которые там использовали вот эти вот религиозные приемы для своего успеха, да, там, и облапошивали каких-то людей с религиозными чувствами. И вот эта тема, ей нельзя давать ходу в чеченском обществе. То есть все, если мы он как на протяжении 1400 лет, да, вот эти всякие войны, завоевания, вот эти убийства народов, геноциды, короче, абсолютно нигде там нету позитивного момента, который бы можно было бы взять за основу, да, и там для нашего народа или для нашего там, государства какую-то пользу из этого извлечь. То есть это не наша тема, это тем более это шариатская тема, это полное противоречие чеченскому самобыту, чеченским устоям и так далее. Ну вот Аслан как бы стал на защиту этого, он отошел, потом что там, несколько человек за кулисье, которые отошли, там Хусейн Исханов отошел от этой темы, потому что вот давление, да, со всех сторон, там мусульманин, не мусульманин, такфиры, макфиры, ну, пожилых людей я их понимаю, потому что тут молодые не тянут, никто не хочет эту тему, скажем так, открыто, взяв весь удар на себя, тащить, а пожилым каким-то людям все хотят, чтобы они там на себе тельняшки рвали, до конца шли, поэтому это такое себе, да. И так несколько людей вот отбили, да, ну хотя там их места заменили другие там и так далее. Э, вот эту партию мы создали не зря. Все это правильно, потому что как бы вот этим политическим движением мы объединили там людей и пытаемся в дальнейшем, как фундамент это, скажем так. Там люди запрос туда поднимать их, Ибраим. Так, сейчас поднимем. Меч Аллаха здесь есть. Жук и так далее. السلام عليكم ورحمة الله. Опаля, ва алейна ва алейкум салям. Что السلام где? عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام والصلاة على سيزر كبچكو إكراتس أما بعد شو كافر نجش بصل دين دو передачи яхан чегайтерга социарахтиш Так, ундальш все, Allah Чакуэлит, потом как бы впишешься тоже. Короче, все правильно сделали. То есть эта партия, она правильно создана, потому что Закаев, он полностью, и он, и вот этот, и Лигов, который целые там каналы какие-то сделал вместе в Телеграме, туда собрали всех вот этих исламистов, там, муахид, не муахид, короче. И все как бы направляются именно в русле вот этого политического ислама, исламское государство, шариаты и так далее. Поэтому то, что мы вот учредили, короче, создали вот эту партию, это все правильно, она сегодня есть, это является неплохим фундаментом для будущего, да, чтобы люди аккуратно, то есть вот это мы должны разделиться. Вот все, кто стоят на позициях государства, там, таких политических преобразований, политических процессов, оппозиции, национальных интересов, национально-освободительного движения, национального государства, вот для них есть вот такой фундамент, да, сегодня, который есть, кто бы как ни хотел, он есть, и он и официальный, и, то есть вот эта сторона существует. Все вот эти политические исламисты, которые сейчас в основном все там объединились на Низам 2002, вот это исламская, вот эта исламистская концепция вокруг нее. Вот как раз их тема, она полностью соответствует Русне. То, что вот Путин изначально, приезжая там в европейские страны, ну, в частности, с 2002 года,
дав вот эту пресс-конференцию в Брюсселе, всех там пугая, что вы в опасности, они создают халифат там от моря до моря и так далее. То есть вот эта тема, все вот эти исламисты как раз-таки подпадают, и они оправдывают все, что вот этот Путин там толдычил вот этой мировой общественности. Как бы вот эти люди, они ходят сейчас и ставят печати на это. И вот все это теперь, как бы, скажем так, весь пазл сейчас складывается, да? То есть вот эта созданная нами партия, от которой, да, там некоторые люди абстрагировались, отошли, чтобы не хотели, ну, те, кто в частности не хочет, чтобы им такфир выносили, сказали, что они не мусульмане, там, и так далее. Это было сделано все правильно, и созданная вот эта, зарегистрированная вот эта партия, она отлично отвечает интересам и чеченской конституции, изначально принятой народом, и вообще там, как бы устав принятый и так далее, это все как бы зыждется на фундаменте вот интересов чеченской государственности. Все, эта тема, она есть, кто бы как не хотел там, кто бы против не был. И сейчас что вот у нас всплывает? Вот это русская пропаганда РК через своих вот этих бегунов туда понасаженных, всяких Чингизов Ахматовых, Уэйсер, он же Магомед Эрзалиев, потом там Бекхан какой-то тоже, 2 класса образования, ну еще какие-то эти, короче, Акраман, то есть все вот эти деятели, за которыми прячется вся вот эта русская пропагандонская система, то есть которых они там вперед куда-то толкают. Они сейчас создают вот эти всякие фильмы, там, мультфильмы, и Закаева, который сегодня отвечает полностью их интересам, да, который объединил всех вокруг концепции исламского государства Низам 2002, пытаются его приклеить к нам, ну или нас приклеить к нему. То есть, типа там, я там, Хусейн, повторяюсь, отошел от партии, он занял нейтральную позицию, то есть он не против, скажем так, этого исламистского дела. Я его не осуждаю абсолютно, и с ним конфликтовать не собираюсь. Я его по сей день уважаю, этого человека, заранее забегая наперед. Но вот он аккуратно абстрагировался от этого, он как бы не из ислама не вышел, там, вот эта тема, это не его. Как бы он сейчас такой в нейтральной позиции, но он все равно остается верен, да, там, чеченской государственности и так далее. Но приклеивать туда Закаева, да, вот, и нас к нему, типа, Закаев меня чем-то заниматься назначил, там, Хусейна, потом какой-то мой подопечный якобы. Потом сюда же притянули там Риксрауна, ну, не совсем здорового так человека. Отличный парень, я абсолютно ему ничего против него это самое, но немного вот такой переживший какие-то психологические свой стресс там после короны, в частности. Ну, он сам рассказывал эту свою ситуацию. То есть там его потом, кто здесь? Локи, вот этот парень, который выступает против там, ну, ислама, скажем так, да? Тот же антитеррор, который вот это начал, с которым мы вместе как бы начали вот эту тему по расчехлению, скажем так, ислама, да, чтобы наше общество, кто там хочет продолжать ему следовать, кто не хочет, но знали, чтобы, что это такое вообще, с чем его едят. То есть и его, и всех пытаются затянуть сейчас и приклеить к Закаеву, да? Так как вчера, то есть это
вот эти фильмы, мультфильмы, которые они выпускают, вот с этим Пушистиком там во главе, вот это русское, понос вот этот, извиняюсь, откровенно. То есть это, чтобы нас приклеить туда и всех оформить как бы Ичкерия, там туда-сюда, террористическое там образование, плюс 32 осуждаю. Тем إبراهيم более, زكا أنت тем более, تعدل مجتان زكا أنا из Дадал Мегар Духонинс полностью. بسم الله الرحمن الرحيم أستوشل Соболде, Чахуэлите, Далур Дувай, Короче, Криксраун вообще как бы не политический человек. В принципе, антитеррор, Армат не политический. Это свободный художник, который очень четко знает свое дело, да. سو مجاهد وشون سو Нет, مجاهد так, например, Криксраун, он вообще противник там чеченской этой политической темы, Ичкерии. Ну, его тоже пытаются сюда приклеить, то есть всех приклеить, и сейчас они 14 стран обозначили, европейских, где проживают люди, сторонники якобы, вот это, Ичкерии, да, и 29, по-моему, группировок или групп каких-то образований, то есть их, как отметили, они кто подпадает под эту тему. Сейчас, соответственно, еще раз повторяю, в Чеченской Республике пикнуть нельзя в несоответствии с русским царем. Соответственно, Жим хатта, это Жим опрос. Это Конституция 92 года. Это светское государство. Иньо наше. Это тявек террорист. Я Коран Камасутра тявек до 2004 года. и Даду Цардуев мы это тоже разъясним. И специально и Конституции. Цахали-то, чтобы не было нашей Конституции 92 года оригинальной. Как раз таки они вокруг Низам 2002, вокруг этой концепции. Просто вот деятельность Чеченской демократической партии, которая именно подняла этот вопрос, да, конституции, демократии, светскости, это им как бы кость в горле, потому что там вообще другой сценарий рассматривался, чтобы аккуратно всех этих исламистов собрать, которые по сей день там не дружат со своей черепушкой, грубо говоря, да, некоторые там не понимают, что Закаев, даже если эта тема там глубоко куда-то дальше пойдет, просто отряхнется, и у него есть там своя защита какая-то, он аккуратно, тем более он под исламиста так не косит, аккуратно шифруется, то есть он может лично для своей безопасности, он может это обойти. А вот эти все будулаки, которые здесь в интернетах, везде, террористическая вот эта петушня, она как бы, как обычно, жертва, да? То есть жертва вот такая, которую постоянно используют, которую пускают на результат. Но мы должны вот, понимать, мы должны понимать то, что даже среди тех, кто сидит, то есть высказывается так, мы не можем быть уверены, то, что вот они, допустим, не идут по законам русского царя, там, и, может быть, там, вот эти вот агенты, которые в Европе, да, вот эти вот инфо-цыгане их назовем, то есть, которые живут в Европе, а ходят под сапогом русского царя, то есть, мы не можем быть тоже в этом уверены. Нет, тут вот эта вся тема, она как раз-таки под русским колпаком. То есть изначально инициируется вся русней, потому что на теме русско-украинской войны им не нужно, чтобы проходила параллель с чеченцами. То есть если сегодня весь мир так может наблюдать, да, как они тупо на Украину напали, то сразу будут возникать вопросы, так, а с чеченцами не так ли поступили? И чтобы не так поступили, да, чтобы все не поняли, как с чеченцами поступили, тут нужно чеченскую тему как раз-таки устами самих чеченцев ее как бы отвести в сторону. То есть она не должна соответствовать русско-украинской войне и украинской теме в целом, да. То есть чеченцы должны быть другой темой, там, шариатом, там, становлением Корана и Сунны, ну и так далее.
И вот эта деятельность, она как бы у них нормально идет. Но вот это чеченская демократическая партия, демократическое движение, то есть то, что Конституция 92 года, вопрос, который мы подняли, и вот эту сторону, который курс мы взяли, да, там изначально, он им мешает, потому что тогда сложно эту ситуацию, также тебя легко назвать там исламистом, террористом и прихлопнуть тебя. А когда ты не придерживаешься вот этих вот, да, там, позиций, вот этих воззрений, там, ты стоишь на позициях именно изначально то, что там твой народ к чему стремится, и понятная для всех, для всего мира позиция. То есть это как бы Ахиллесова пята, что ли, или же какая-то Кощеева игла, да, для русни. То есть им это очень неприемлемо, вот эта вот тема. Поэтому вот это вот пушистика сейчас посадили и всех пытаются приобщить к Закаеву, да, которого они вот в 14 странах, там 19, 29 якобы каких-то этих образований, во главе которых стоит Закаев. И поэтому как раз в преддверии этой ситуации, этой судебных вот этих процедур, они во всяких мультфильмах вот этих через своих пушистиков, через свой Сурсат пытаются нас приклеить тоже к Закаеву. Вот тут вы получите средний палец, плюс 32, осуждаю, да? Потому что это приклеивание вам не удастся сделать. Своего Закаева и все, чем он занимается, да, вся его исламистская деятельность, которая вам как раз-таки, русскому миру, полностью необходима сегодня, да, чтобы чеченцев вот так вот аккуратно, ну, скажем так, оформить. На как раз-таки этот Закаев, возьмите его и всех своих исламистов, и можете сколько угодно там вместе там все что угодно делать. То есть вот, вот такая здесь ситуация, да, вот это вот в преддверии вот этого показанные вот эти мультфильмы, это тоже эта тема. Там еще пытается удивить всех пушистик, там у нас какая-то информация. Да ты дебил, вот эти все ролики, которые вы там достаете откуда-то, они у нас в открытом доступе, и мы здесь это четко все выговариваем. Наоборот, вы нам с одной стороны помогаете, да, потому что, говоря об этой теме, потом люди начнут ее изучать, и аккуратно нам еще удобнее будет им разъяснить. То есть с этим, вот этой неудачной импровизацией у вас как бы ничего не выйдет. Но сейчас они вот, сделав эти судебные процедуры, соответственно, они это вынесут на федеральный уровень, там тоже они это закрепят, и потом они это по всему миру как бы эту тему запустят. То есть все государства, которые, скажем так, у которых любовные, дружелюбные отношения с Русней, они тоже на их территории будет вот такая же тема. Это тоже понятно, да? То есть вот что, чем занимаются вот эти исламисты, прячась за Ичкерией, за дудаевскими фотографиями. Вот этого Закаева, его как бы персону, как бы выдвигая, скажем так, какие-то политические там, ну, в политическую персону, которая там отвечает интересам якобы чеченцев. Я на пока все, да, немного монолог закончу, и можете тоже там высказываться, кто хочет. Даже обманывая, да, вот на общую публику, то есть среди молодежи говорить то, что это якобы секретные данные, которые мы нашли от там, специальных служб, которые помогали им якобы, то есть то, что они делают, это не связано ни с исламом, ничего, это воинствующие атеисты, которые против религии и хотят построить какую-то Ичкерию, да, то есть предписывая каждого человека, кто заходит за получением данного ответа сюда
называя их тоже, то есть, ищерийцами, приписывая их к Закаеву. Хотя, если мы посмотрим, есть люди, которые говорят, что Закаеву это даже не сторонник Ичкерии, а можно сказать то, что который пытается ее сделать, но в итоге сам же себе противоречит словам. Да, ну Закаев тоже, он, оказывается, изначально стоял тоже на этих позициях, просто как бы скрытно, да, но с какого-то отрезка времени, в частности, где-то там 20-й год, конец 19-й, вот там где-то у них, даже еще раньше, наверное, 18-й, вот там где-то началась уже эта религиозная подготовка официально вот такой деятельности в пользу исламизма, да. А так он, Закаев сам, вот я издержку вам читаю, пожалуйста, один момент. Ну, в принципе, да. То есть действия Закаева, они были видны, то, что он будет набирать таких-то, таких людей, чтобы те говорили это, а те другие потом, когда понимают то, что не получается, отказываясь от них, да, то есть, в принципе, мы видим вот это вот. Поэтому здесь даже сказать за счет его мы ничего не можем. Да. Да что ты несешь, Элли? Ассаламу алейкум, кстати. Алейкум ассалам, та'ала ва баракату. Диван ишаят муфтид Аллах. Что ты несешь, бля, Элли? Стоп, один момент. Сначала я хочу вот эту издержку из газеты я читал. Грозненский рабочий. Это 99-й год, 3 марта. 20, вот эта вот газета, она 3 марта 99-го года. И здесь вот статья в газете. Завершается первый этап работы Госкомиссии по разработке шариатской конституции. То есть это Грозненский рабочий в Чеченской республике, газета, которая выпускалась в 99 году. То есть до Второй русско-чеченской войны. Русско-чеченская война уже начнется буквально через полгода после выпуска вот этой газеты, да. Опять зачитываю. Завершается первый этап работы Госкомиссии по разработке шариатской конституции. Об этом интервью местному ТВ заявил руководитель комиссии, министр культуры, информации и печати Ахмед Закаев. По его словам, к разработке проекта нового основного закона привлечены известные в республике ученые, богословы, полевые командиры, политики, депутаты парламента ЧРИ. Модель, разработанная Госкомиссией, основывается на конституциях Ирана. Вы понимаете, да? Вот Иран, который сегодня мочат Америка с Израилем, Иран, режим исламистов. Вот их конституцию Закаев и его вот эта там комиссия, которую он возглавляет, берет за основу, чтобы сделать чеченцам конституцию. То есть вот чем занимались. İbrahim bırakma. Orştoğun orşo. Çağbeş mi bu İran'ı bu içesin? Tanrı çağuluştaq. Да, сейчас мы это тоже подчеркнем. Bismillah. Смотри, Госкомиссия основывается на конституциях Ирана и Пакистана. После внесения изменений и дополнений проект новой конституции будет вынесен на суд депутатов парламента ЧРИ. Ну, то есть до этого это не дошло. Но такая инициатива была. И комиссию возглавляет вот министр культуры, информации, печати Ахмед Закаев. То есть вот эта персона. Сейчас пушистики его пытаются, ну, как бы тролля, да, типа вот он
атеист, и он там, меня там, в частности, Ибрагима поставил куда-то, да, там, создал партию туда-сюда, типа, атеистическую, сам пока на золотой середине, там, типа, то, алло, 29-е, не-не-не, там, атеисты, не атеисты, там такой темы нету, там как раз-таки вся тема исламизма. И Пушистик, да, который это говорит, и ваш вот этот главный, там, Ленин, да, ну, чеченский такой Ленин, скажем так, хотя чеченского в нем вообще ни хрена. Но вот этот Ленин, Ахмад Кадыров, да, который, пути которого вы там якобы придерживаетесь, вот этот Ахмад Кадыров точно так же период там 97-99 год сам сидит и дает международным там журналистам каким-то интервью, да, что, то есть, став чиновником, чему поспособствовал Идигов Аят с Сендербиевым, которые сделали подлог в Конституцию, и многие не знали об этом подлоге. Вот узнали сейчас люди, в котором они из-за вот этого подлога вот этот Ахмад Хаджи Кадыров стал чиновником, то есть муфти, религиозный деятель, который должен был сидеть и мулить в своей мечети, он стал чиновником из-за вот этого подлога. И начал там какие-то делать государственные заявления. И вот журналисты, которые приезжают, вот этот Ахмад Кадыров сидит и полностью дискредитирует нашу государственность, как сейчас Закаев это делает и все вот эти остальные исламисты. Сидел там и давал интервью, где говорил, что наша конституция – это Коран, и что мы строим исламское государство, только это спасет нас. Понимаете, чья это тема вообще? Сейчас Иран, за который русня топит. Чей этот Иран? Чей брат он? Те же вот эти в Чеченской республике, Сурсад, пехотинцы, которых русские туда-сюда гоняют, которые тоже антииранские лозунги сейчас, короче. То есть, наоборот, проиранские лозунги сейчас там кричат, да, там, русский братан Иран, да, вот эти проиранские лозунги. Эти закаевцы в 99 году из иранской исламистской конституции, или что у них, оттуда на основе их вот этой бурды нам пытаются дискредитировать. Вы понимаете, вот мы создаем молодое государство, да, ну, воссоздаем, да, в 91 году его создали, и у нас четко оно двигалось до 94-го, пока русские не напали на нас. И тут что получается? Еле-еле, короче, усадили за стол переговоров русню, да, там, сделав вот эту вот операцию возмездия, которую там многие называют операция Джихад в 96 году. Еле-еле там с такими огромными жертвами народа там посадили эту русню, короче, за стол переговоров и вынудили их, ну, прийти к миру таким образом, да. И вот этот наш народ, да, который еле добивается, пытается там воссоздать свое государство после всего его разрушения, вот там сидят люди и больше, как где-то еще больше дискредитации найдешь, чем создавать исламскую конституцию, да, чем то, чтобы создавать исламскую конституцию, основанную на конституции Ирана и Пакистана. То есть кому это, что это вообще за тема? То есть если русским Иран это братан, да, то всему цивилизованному миру Иран это не братан. Иран это вообще враг, да, ну не народ Ирана, имеется в виду именно их вот это вот исламистское, вот это бандитское, короче, там правительство там или вот это вот власть. То есть вот у них пытаются взять вот это, понятно, да, кому это выгодно, в чьих глазах мы должны опуститься. Короче, такая тема. Это полностью противоречит тому, то, что говорил Закаев. То есть он хочет сделать то, что на
демократии Чеченской Республики Ичкерии, да, то есть, но по данной газете мы можем смотреть, да, то, что здесь вообще полностью не состыковка тому, то, что он говорил. Нет, никакие газеты идти не надо. Вообще, вот эта тема, где мы разошлись, это как раз то, что он открытую выложили они свою концепцию. Она, оказывается, вообще-то с 2014 года у них эта концепция лежит, как я понимаю, да, на их сайте в Чечен Пресс. Но вот эту исламистскую линию он не гнул. А тут они официально начинают объединяться вокруг этой концепции, которую они, все вот эти исламисты в Европе, они все совместно поддерживают эту концепцию, и все хотят идти в ее русле. То есть там, кто хочет, ознакомьтесь, что они там пишут, что у нас исламское государство, оказывается, Чеченская Республика. И еще это по воле изъявления чеченского народа, врут там пишут, потому что чеченский народ никогда не участвовал в создании исламского государства. Потом они там прописали, что все законы в государстве принимаются в соответствии с Кораном и Сунной. Вот такая вот тема. То есть то, что вот сейчас они сделали вот этот фильм и попытались с одной стороны Закаева, скажем так, очистить, что ли, там от исламизма, да, как бы его, ну, якобы он лицемерит, да, там он сам хочет атеизм какой-то воинственно установить. И вот назначил там, меня, Тесла у нас, кстати, агностик, он это ни от кого не скрывает. Тесла придерживается агностических взглядов, и это, честно говоря, такая самая удобная позиция, да, потому что человек, по сути, открыто говорит, что он не знает ни о Боге ничего, ни о сотворении мира, ни что за этим всем миром стоит. Он не может это не опровергать, да, какую-то концепцию божественную, но он не может ее и поддерживать, потому что он, скажем так, не знает, не осведомлен в этом. А так предполагать, да, можно все что угодно. Ну, да, там, агностических взглядов. При этом там Тесла говорит, что у него интерес, чтобы чеченцы вышли из ислама. Ну, это позиция там Теслы, там есть и другие мнения, да, у людей, там, выходить куда-то, заходить. Я, например, на 100% согласен, что наш народ должен полностью ознакомиться с тем, что он проповедует. А вот потом уже там заходить куда-то, выходить или сколько ходить, это уже должен каждый как бы выбор сделать. Если ты готов полностью следовать вот этим всем предписаниям, да, пожалуйста, флаг в руки. А так, если кто-то за основу духовности там хочет взять именно исламскую там религию или идеологию, то сколько угодно, потому что во всем мире ты можешь абсолютно свободно практиковать, там, проповедовать, ну, исповедовать свои религиозные убеждения в рамках закона проживания. Вот где ты проживаешь, в рамках закона, стран пребывания, чтобы это не выходило за законы и чтобы это никак не влияло на политику, да, там, не пыталось в политику куда-то приобщиться. А тут мы, естественно, понимаем, что в исламе вне политики классическое понимание ислама, оно как бы, его вообще нету. Но общество должно об этом знать. Сначала ты должен знать полностью все, что ты практикуешь,
а потом, да, какую-то часть ты сам как бы должен уже понимать, да, что тебе приемлемо, приемлемо ли тебе 9-летние девочки за 53-летних, плюс 32 осуждаю, приемлемо ли тебе м, там секс-рабыни, плюс 32 осуждаю полностью, приемлемо ли тебе какие-то вот эти вообще непристойные даже в чеченской среде говорить там посасывание груди там и так далее. То есть четко человек, чтобы мог определиться и уже не фанатично, а как-то духовно относиться, да, там, к каким-то своим религиозным убеждениям, понимая, да, что вот эти какие-то моменты, с ними что-то надо делать, что их ты не можешь вообще не то, что там практиковать это, а даже говорить об этом непристойно. Так, куда у нас все разошлись? Давайте возвращаемся, давайте тему обсуждаем. Так, у нас Орел, МОП. Так, я извиняюсь. Можно мне теперь сказать свою точку зрения, свое мнение? Так, следующее, что бы я хотел сказать. Если вы демократические партия, которая представляет из себя демократию, свободу слова, то будьте добры не выключать там, не отключать комментарии человека, который имеет другую точку зрения и позицию из-за того, что вам это не нравится. Если вы придерживаетесь такого понимания. Полностью тебя поддерживаю. Полностью. Всех Материться, модераторов. садичане, угрозы. Смотрите, один, во-первых. Да, вот смотри, Саму абсолютно полностью поддерживаю, что сейчас сказал предыдущий вот этот вот Моппо. Единственное, тут нужно понимать, что матершинство и петушинство, то, что мы называем петушинством, это террористические какие-то вот эти угрозы, призывы. Вот эти Я вот не призывал ни к чему, ни призыв, ни там, ни к чему этому другому. Я сказал, ваххаберы, для меня ваххаберы для ничего из себя не представляют как таковые. Для меня радикалы не имеют разницы, какой они позиции, религиозная или нерелигиозная. Если они по своей сути радикалы, для меня они один сорт. Унам разница есть, но Европа у молодежи конкретно дауш кварт бунцер. Он угроза, это он разница, это Европа. Подожди, ты меня не Да, понял. да, вот смотрите, я чуть-чуть разъясню, да. Когда мы, вот если про чеченскую демократическую партию говорить, да, чеченская, например, демократическая партия, и вот там наши единомышленники, которые примерно на этих позициях держатся, вот не имеют права противоречить нашей Конституции. А в нашей Конституции, в статье 43, вообще в нашем государстве, в нашем народе, в нашем обществе дозволяется человеку исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Но там дальше подчеркнуто, лишь бы он, выполняя свои религиозные обряды, там, молебны и так далее, не противоречащие закону и государству. То есть вот это самое важное. Но тут, когда мы религиозные темы здесь поднимаем, потом кто-то вообще-то провокационно об этом говорит, или когда вот к нам приходит на эфир Пармат, или мы там где-то на эфире, вот Пармат, он свободный художник, как бы, и он ведет свою просветительскую деятельность. Он как бы ни к какой теме партийной или политической себя не куда-то не относит. Но при всем при этом это самая важная работа, которую он ведет, потому что нам просто необходимо просветить свое общество, то, с чем они постоянно, вот, ну, скажем так, что они повседневно практикуют, что они исповедуют, и к чему это в итоге приведет, если заранее всех не предупредить, что последняя инстанция, потому что тут есть такая тема, то есть степ-бай-степ мы должны двигаться к шариату. Потихоньку, мелкими шажочками мы движемся к шариату. То есть тут концепция вот этих исламистов, она как раз вот вокруг этого, ну, на этом основана, да? И потихоньку, шаг за шагом, вот конечная цель, к которой мы придем, ее очень обязательно рассказать всем нашим соотечественникам. Чтобы потом, когда они уже будут на таком этапе, где не будет дороги назад или не будет у них голоса какого-то,
или возможность этому противодействовать, противоречить, противостоять, тогда будет поздно. Поэтому изначально мы должны разъяснить конечную цель и вот эти вот, ну, что находится в конце тоннеля, вот этот свет, он откуда исходит. Мгм. Ты закончил свою мысль? Бех мамбила, выстал. Сбяху шла цохаттар дяшу. Смотри, теперь я хочу сказать следующее. Мне не интересен этот их радикальный шариат, не шариат, мне он вообще никакого интереса у меня с ним, к нему нет. Почему? Потому что я не хочу никакого ни Ирана у себя, ни Афганистана, ни что-то либо подобного, как Судан или там, как там Сомали, не Сомали и тому подобное. Следующее. Мне не интересны ни эти радикалы, которые для меня они один сорт, что эти радикалы, что другие радикалы, которые не могут занять одну определенную позицию, если у них нет рационального, адекватного понимания одного или другого, мне с ними говорить не о чем. Какие радикалы ты можешь подчеркнуть? Эти и эти. Вахаберы, понял? Вахаберы. А те радикалы, это которые? Эти и те, там две же, по-моему. Радикалы в понимании той или иной идеологии, которые радикально, прям очень жестко не могут найти какой-то консенсус, не могут выстроить диалог, и начинается просто одна сплошная белиберда. Понял? Может, они изначально билиберду читают? Может, поэтому происходит? Что? Может, они изначально билиберду читают? Ну, смотри, ты считаешь вот антитеррора радикалом? В некоторых призывах, которые он делает, его можно воспринимать как радикала. Я тоже с тобой согласен. Сейчас он, правда, более, скажем так, мягче ведет, да, свою деятельность, но изначально он был более жесток и радикален. И я тоже согласен, что он радикально это делает, но при всем при этом я все-таки как бы не вижу другого выхода, да? Вот когда у тебя есть сильно радикальные какие-то исламисты, да, и есть какая-то часть общества, которая говорит, ну, ребята, ну, не надо, ну, давайте жить дружно. И у нас что получилось из вот такого, да, когда у нас есть жестко радикальные исламисты, которые вот так вот все вытянули, скажем так, в одну сторону, у нас все вот так вытянуто стоит, да, в сторону ваххабни. И есть какие-то люди, которые рядом, ну, ребята, ну, не надо так жестко, давайте вы вот чуть-чуть здесь будете религиозными, а здесь не будете. А те начинают говорить, да ты что против ислама? Смотри вот здесь, аят такой-то, сура такая-то, тафсир такой-то, иджмуа сказала вот так, и хадисы говорят вот так. Ты чего, как это ты можешь, да? И эти, которые вот не радикальные какие-то, такие пресные, они, ну, и все, им нечего сказать, потому что там и хадисы, и аяты, и все, и они не могут противопоставить этому ничего. И у нас получается такая игра в поддавки уже с 90-х годов, когда у нас есть жестко радикальная сторона, которую, понятно, что она искусственно созданная, да, там все и ЧГТРК за этим стоит, и вся русня за этим стоит, и нам тоннами литературу завозили, и нам десятки, короче, русскоязычных каких-то арабов посадили, заполонив весь интернет, который вот нас грузят день и ночь вот этим хренотенью, этой плюс 32, извиняюсь. И у нас вот жестко все вытянуто туда, и какая-то часть, ну, давайте быть средними, не радикальными. И это продолжается 30 лет. Это все как бы невозможно это остановить, да, и поэтому за вот эти 30 лет чеченский народ, он полностью сейчас вот пришел к тому, что мы видим, да, там. У нас есть там
огромная часть радикальных людей, коих вообще у нас не было. Вот до середины 90-х у нас вообще не было вот этой темы, да, ни ваххабида, никаких вот этих. А тут у нас все вот в это превратились, и все идет еще по наклонной вот так туда. То есть понятно, да, что чтобы это как бы тормознуть, да, нужно конкретно в другую сторону дернуть. То есть кто-то должен это дернуть, чтобы централизовать что-то, да, потом отцентровать. Так, подожди, не туда и не туда, где-то вот здесь, аккуратно. Это вы куда это? Стоп. Вот нужно чуть-чуть нормально относиться, вменяемо, логика должна действовать, критично должен подходить ко всему. То есть то, что тебе радикально запрещают, да, логика запрещена, критика запрещена, вообще какое-то обсуждение запрещено, ты просто сами атона. Ты услышал и следуешь, все. Вот поэтому, ну, я как бы слишком это, да, там, размазано или растянул, да, ну, я хочу объяснить, что я вот это дело сам со своей колокольни вижу именно так, что надо сначала туда долбануть в обратную сторону, чем антитеррор, например, занимается. Потом, чтобы люди поняли, такой холодный душ, раз ты облил холодной водой человека, и он, а что это было, и начинает потом уже вот в этой всей обстановке ориентироваться. Ага, так, это как я могу, живя в кафирской Европе, да, противореча 5 аятам, как минимум, Корана, там десяткам хадисов, короче, проживать, брать убежище и дружбу, короче, помощь у кефиров, короче, и тут же говорить про какие-то вот эти вещи. Алло, стоп. Здесь что-то не то. То есть точно так же, когда мы говорим про темы, когда нам говорят здесь, вот двоюродная сестра, там нельзя приобняться по-чеченски, нельзя родственные узы вести, даже дяде, оказывается, нельзя видеть двоюродную, свою племянницу. И почему это объясняют алимы? Оказывается, дядя побежит и своему сыну скажет, что его племянница красивая она, или там фигура у нее какая-то там. То есть вы понимаете, до чего это, как это вообще к чеченцам можно, я не знаю, применить? Это вообще невозможно никаким образом. То есть вот это все должны знать. Это все нам надо знать. Поэтому какая-то тема, да, там, двоюродная сестра приобнял, с ней наедине не остался. Да у вас же сиську сосать, я извиняюсь, плюс 32 интердол, что как есть говорю, у вас 5 раз надо досыта похавать вот это вот женское молоко, чтобы потом ты мог один на один вообще с чужой женщиной оставаться. Мгм. Мопа, а с А чем ты, теперь то, что Ибраим сказал, с чем ты не согласен? что? Ну вот то, что Ибраим говорит, с чем, понятно, что ты не согласен там с Вендеттой, а вот примерно почему ты не согласен? Вот с чем ты не согласен то, что говорит Ибраим? С чем я не согласен? Да. Ну смотри, если, как он говорит, нужно долбануть, ну это будет как повод для того, чтобы снова объявить нас нецентрализованным, неадекватным людьми, которые не умеют контролировать что-либо у себя в самой республике. Это будет подобно гражданской войне, которая будет использована другими властями, государствами, как причину, повод для того, чтобы объявить нас несостоятельными людьми, которые не могут создать какое-либо государство, они не могут это сделать и не могут как-то контролировать то, что у себя происходит. Сразу вопрос, а что у нас есть, то, что ты перечислил, что-то? Нет. А что, оно ушло, когда этот Ну, Масхадов а как ушел. ты можешь, Он как ты был можешь слабо. смотри, как ты можешь дискредитировать то, чего у тебя вообще нету? Ты сейчас говоришь Так, централизованность, ты сейчас говоришь 90-х. государство. Угу. Я говорю, Не, история нам как показывает. будто бы у нашего народа есть какая-то
централизованность, какая-то консолидация, что-то. Нет, у нас нету ни А централизованности, как ни тогда это может консолидации. Наш навредить народ чему-то? поделен на разные понятия идеологии и общества, и группы. О чем ты говоришь? А как чему тогда может помешать или повредить вот это разъяснение вот этого всего? Разъяснение чего? То, что ты можешь Не, попытаться. смотри, еще раз повторяю, чтобы ты сам не путался. Вот смотри, ты сейчас говоришь, вот такая радикальная деятельность, да, она может послужить тому, что ну, внешний наблюдатель или вообще вся мировая общественность подумает, что мы не централизованы, что мы не консолидированы, что мы не состоятельны, не самостоятельны, короче. Я у тебя ж поэтому Он спросил, только а что что, все, говорил что же ты... о свободе слова, Да, перед да, тем, как что-то все, говорить. да, все, что ты перечислил, если его нету, то как может быть, какая может быть угроза тому для этого, да, или какой негатив может быть, если этого не существует. То есть как раз-таки этого же не существует, консолидация, ничего, потому что идеология не позволяет тебе не консолидироваться, не иметь национальный интерес, не прийти к национальному самосознанию. Тебе нужно с Бангладешем, с Пакистаном, с Афганистаном, как бы с ними, скажем так, быть одной целой уммой, а своего какого-то национального интереса у тебя быть не должно. Вообще нету смысла с точки зрения религии развивать свою культуру, развивать свой язык, изучать свою историю, развивать свои какие-то там творческие наследия свое, да, там, будь это наследие какое-то там. У меня вопрос встречный. Зачем ты мне говоришь про какую-то уму, которая якобы на словах есть, но по факту ее нет? В плане того, что мне незачем объединяться ни с Пакистаном, ни с Афганистаном, ни тому подобными странами, потому что в 90-х эти страны, не страны, и эти арабские страны, которые ближневосточные, они ничего по факту не сделали, их правительства были просто марионетками в лице этих правителей государств, они были марионетками Запада, которые им были лояльны и являются лояльными людьми. Мне тут про ислам понимание того, что там какое-то единство, это говорить не стоит, потому что этого единства нет. В 90-х нас уничтожали, и эти братья-мусульмане сказали, что наш конфликт и то, что у нас происходит, это внутреннее дело России. И ну да, совершенно верно. Мне не надо рассказывать про эту уму. Это ума я возьму в кавычках. Вот смотри, я понимаю, речь не о тебе идет, речь не о тебе идет. Я понимаю, о ком речь. Если ты говоришь о тех людях, смотри, речь шла о том, что ты говоришь, что если радикально, еще раз повторяюсь, если радикально бороться с вот этим вот одурачиванием нашего народа, то может возникнуть ситуация, что кто-то посчитает, что мы не централизованы, не едины, там, короче, не. Потом мы с тобой выяснили, что этого всего... Что у нас гражданская война, он хотел сказать. Да, потом мы выяснили, что у нас и так вот этого ничего нету. И я просто потом объяснил, что этого нету как раз-таки потому, что идеология тебе не разрешает, чтобы это было. Тебе запрещено объединяться в национальную единую какую-то единицу. Тебе запрещено. Все, что с этим связано, тебе запрещено. С точки зрения там, исламской религии. Не просто там, я не имею в виду сейчас то, что чеченцы практиковали, то, что ты думаешь и так далее, а то, что там в источниках достоверно прописано. Я говорю вам не И он хочет сказать, начал с вопроса о свободе слова. Вы меня не выключаете, мы тебя не выключаем, но ты сам себе противоречишь.
Я не противоречу сам Свобода себе. слова в Потому, исламе не подожди, Лёх, ты предусмотрена. меня не понял И ты на изначально. нас хочешь скинуть, что это вторая также радикалы такие же бошны. Ты хочешь на нас это сбросить? Ну, слушай, Мы для не меня радикалы, мы тебе язычники, даем которые слово. радикалы, в том плане того, что есть мусульмане, которые не являются радикалами, ваххаберами, которые вот это все там, вот шариат, не шариат, это установить то, все, боже. Мы станем как этот Пакистан или там Афганистан и Я тому понял, ты подобное. назвал их. Ты Закаева назвал радикал. Вот, Мне ты сказал, Закаев да, не ну, в принципе, интересен. ты Закаев правильно. Ты, в обычный принципе, болтун. правильно сказал. А вторая противоположная, это кого ты имел в виду тогда? Скажи, чтобы мы понимали, кто это такие, с чем их едят. Вторые это эти чернофлажники, которые с черным флагом, там ислам, вот это все. Ну, это с черным Первые флагом, это это есть атеисты, ваххабисты. которые в плане того, Ваххабисты что... они есть. Да. Мне Закаев не интересен, потому что Закаев ничего из себя не представляет. Он просто сидит, болтает каждому что-то свое и ничего из себя не может представлять. А о каком единстве, консолидации идет речь, если две разные партии, которые представляют одну и ту же там, республику, там власть, в принципе, Ну нет, подожди, государство это не ты могут домашних имел, договориться между это собой. ты кадыровцев имел в виду тогда, объясни, мне, да, поясни Нет, там. я не имел Объединенные, кадыровцев. Я объединенные кто имел в это? виду... Закаевцы и кадыровцы объединились в последнее время, они Кроме уже вместе Закаевца есть и работают. другие сейчас. Этот Сулейманов Джамбулат, вот этот Тумсу Это одна и та Абдурахман. же контора. Они между собой не могут договориться. О чем ты мне говоришь? Не знаю, какой к цели они идут, но цель у них неоднозначная. Вот мне говорят одно, но по факту другое. Этот Закаев говорит то же самое. Там европейским лидерам, там представителям говорит, мы там создадим что-то там демократическое государство. Ты слышал, Мопо, ты слышал, чтобы в исламском государстве по Корану и Сунне можно было создавать партию? Нет, я не слышал. А вот брат Шмакова, Тумсу Абдурахманов, он создал партию и назвал ее Нохчи Чуянан Аз. Голос чеченский. Кто там этот его представитель, создатель же? Не он создавал же другой, как это Нет, старик. создали там, это понятно, что вот этот его брат Шмаков на Лубянке там это все поработали. Это мы не об этом. Мы сейчас говорим, если мы обращаемся к религии, да, кем он себя позиционирует, 10 лет он промывает чеченцам мозги, говоря им, что только Коран и Сунна, что мы, короче, вокруг чего можно еще объединиться? Какое кавказское единство? Какое войнавское Мне не единство? нужно никакое кавказское Какое единство. чеченское, да, какое чеченское единство? Он говорит, только Коран и Сунна. Даже если нас двое, мы, если в джамаате Ахмада бин Хамбаля, то все, мы сила, короче. Мне И Ахмад вот бин этот, Хамбаль тоже смотри, не интересен. стоп. И смотри, вот этот человек 10 лет компасировал мозги чеченцам, которые сидели вот так вот, разинув рот, короче, и смотрели на его бороду. И сейчас в итоге этот чувак заявляет, что он создал партию кефирскую. Так он не создавал ничего, это даже не его партия. Это какой-то старик, я его имя не помню. Не. Партию создали понятно кто, но в ее, скажем так, учреждении участвует как раз-таки Тумсу Абдурахманов, его братан Абу Ибраим Магомед Абдурахманов, по-моему, да? Слушай, я тебе отвечу. Да, да. 2,5 и полтора депутата, то есть бывший депутат Чеченской Республики, тоже без усов, с бородой, который, и его какой-то помощник, который рядом там стоит. То есть, ну, якобы 2 депутата, они одобрили, то есть 1,5 депутата, они одобрили то, что вот он учредил партию. Мне абсолютно плевать на его козлиную партию. Пусть там он ходит со своей козлиной бородой, которая ему так нравится.
Да, так объяснить не надо, чтобы понятно было там. Но я представляю силу, которая хочет найти консенсус между всеми этими, вот, не знаю, представителями, идеями, которые могут Это как-то... разные этажи одной и той же конторы ж получается, да? А ты там тоже повыше Подожди, сидишь, я так подожди, понял. подожди, подожди. Консенсус между кем? Между Джабхат Подожди, Нусрой, Джейш консенсус мы аль-Ислам. не Стоп, 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 принять не стоп, стоп, можем. стоп, 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 стоп. Я подкорректирую вопрос. Консенсус между Джабхат Нусрой, Джейш аль-Ислам, Аль-Каидой, плюс 32, осуждаю, Даиш там и так далее, да? Между ними твой консенсус Нет, ищете? между ними мне консенсуса А не между надо. кем? Можешь назвать Между стороны, чеченцами, которые... которые могут Не-не-не, ты национальность. можешь назвать политические движения в чеченском обществе, между которыми вы хотите консенсус найти? Смотри, те, что дома, те, что в Европе, которые могут адекватно между собой вести диалог, вот между ними. Не, смотри, если ты не Непонятно, понял, он конкретно не говорит, подожди, что между от кем, чего. ага, между кем, кто дома, это русская вот эта власть, что ли, русская оккупационная? Да. Значит, ты хочешь консенсус найти между русской оккупационной властью и вторая сторона это кто? Те, кто в Европе, кто же еще? В лице вас, А этих, кто? закаевцев, Нас ты хочешь объединить? А Закаев ты же сейчас говорил вообще никто. Я не знаю, если мы будем так продолжать, то это очень, ну, по факту это ничего не даст. Это будет также такая же разобщенность в плане того, что каждый будет на своей стороне, как в 90-х, на газете. То же Если ты самое. хочешь консенсуса, то у нас будет консенсус. Если ты вот о нас говоришь, да, там, о тех, кто на позициях чеченской государственности, там, ну вот, именно на демократических вот На этих основах, Конституции да, на Конституции 92 да, года. то у нас никаких проблем нету с Россией. Если Россия вернется к договору от 12 мая 1997 года и полностью понесет ответственность за все военные преступления, которые они совершили. Абсолютно у нас никаких претензий больше нет. Нужно прийти к вот этому договору 12 мая 1997 года и полностью вот все, что нанесенный ущерб, вот это народоубийство, вот Ты за это говоришь о надо понести репарациях и ответственность. восстановлении ущерба. Я это все понял. Я говорю о следующем. В случае нынешний подобен тому, что в 90-х годах там каждая части территории республики Чечни как таковые себя считали отдельными государствами. Если ты помнишь тогдашнюю газету, там вот федерация... Кто, Юхала? Кто говорил отдельное государство? Ну, на территории каждой там республика, Шала, Жив, если ты помнишь вот это все. Никакой шалажи там нету, Нет, абсолютно. там была газета. Не, это было пророссийское. Это как раз, да, вот это, Там было много чего, Кантемировский. там была федерация московская. Пророссийские агенты были. Шалажи, потом Это- убежал в Ставропольский край. Да, это больной человек, Закриев, Да который... кроме там- него еще множество Со было. справкой, Там. со справкой в кармане, множество, со справкой Кто в кармане, что он находился Да. еще, не вылечился еще. Кто много тогда? Надо перечислить, кого... Хорошо, кого надо Остпольская федерация, Султанат Абсолютно Тянгичу. первый раз слышу. Я могу абсолютно. скинуть эту газету. Да А ты сколько молодой, угодно. ты даже это не знаешь. Ты вот скажи, откуда ты взял, в какой газете это было напечатано? Ничего где? абсолютно у нас не было. У нас, знаешь, что было? У нас было то, что вот провели мы 3 общенациональных конгресса. На последнем конгрессе приняли декларацию о государственном суверенитете. Со своей стороны Хуол-царя, вот эти рисовки, кто были, Завгаев и его вот это вот Лехук,
Верховный Совет Чеченской Республики. Верховный Совет Чеченской Республики, там во главе с Завгаевым, они со своей стороны тоже приняли вот это государственный суверенитет. То есть у нас как бы всенародно это было принято. Потом у нас прошли выборы в президенты. Выбрали президента с явкой 72%. Из проголосовавших 90% и 90, сколько-то, 90,08, по-моему, процентов проголосовали за Джохара Дудаева. И все, чеченский народ аккуратно там взял курс на независимость. Президент своей стороны тоже подписал указ о государственном суверенитете, который был принят еще вот это в декларации Общенациональным конгрессом. Уже президент это как закон принимает, он вступает в силу в 91 году, и мы живем своей государственной жизнью до 94 года. То есть у нас вот эти процессы. Потом нам подкидывают русские Гантемирова, Хаджиева, Автурханова, ФСК на тот момент, полковник ФСК Лобазанов, Хазбулатов, больше русский, чем сами русские. Кто там еще за фигуры были? Ну, сам Завгаев, который по щелчку пальца вот так вот аккуратно начал там какие-то эти делать заявления, чтобы чеченцы опять вошли в Российскую Федерацию. Уже созданную русскими Российскую Федерацию. То есть больше у нас каких-то образований или каких-то разногласий не было, кроме вот этих вот русских халуев, которые теперь все с началом русской агрессии, которые полностью вместе с русскими на русских танках вошли в нашу республику, и которые после того, как русских выкинули оттуда, вместе с русскими ушли в Россию и там находились. Это не наша тема, это не наши люди. Это И люди делали русские. вылазки. Они находились в России, но делали вылазки. После Первой войны Красный Крест, врачи без границ убивали. Это было ФСБ, занималось этим вопросом. Но на тот момент ФСК или ФСБ там было это. Они подчинялись им. Marshall Dušik. Marshall. Caurumkārt negadījies. Вистал. Мопо, ты сказал, что если быть радикальным против радикализма, может быть гражданская война. И мне интересно, где она возможна, эта гражданская война, когда и где. Где еще? В Чечне, где же еще? То есть, по-твоему, в Чечне, где российская власть, где нет у людей... Сотни тысяч русских солдат полностью по всему периметру. У людей вообще вздохнуть возможности нет нормально. Там они могут как-то проявлять свою волю, объединяться, что-то там устраивать, по-твоему, так там? Что они могут устраивать, скажи мне? Ну, каким образом в Чечне сейчас возможна гражданская война? Вот, можешь Я мне тебе объяснить? не говорю не про нынешнее положение, я говорю тебе про после. Это не означает, что Россия, может быть, там всегда тут будет. После того, как она... Наверное, имеешь в виду через где-то лет 100, может быть, 200, да? Я не знаю, 100, 200, Советский Союз, я думаю, что он тоже не исчезнет. Он Вот исчезнет. смотри, на этот счет, вот, когда-то, если наступит ситуация, что надо думать о том, вести ли радикалистическую какую-то деятельность или нет, вот тогда это и надо обсуждать. Сейчас это очень далекая история, и говорить об этом нет никакого смысла. И что тогда ты
хочешь обсуждать в нынешнее время, что тогда, ну, надо обсуждать, по твоему мнению? Ну, сейчас люди ведут обсуждение, идет процесс, и ты Процесс чего? высказал идею, Обсуждение чего ты именно? высказал идею, что это неправильно. По актуальным проблемам. Актуальная тема это Иран и Америка, когда вот война между ними. Нет. Подожди, дайте Это мне внешняя завершить. политика. Вот О ты какой внутренней высказал, политике что- может идти ты речь, если высказал, у нас нет подождите. никакого государства? О Мопо, какой Мопо. политике идет речь? Мопо, подождите, дайте этот вопрос завершить. Ты высказал свои опасения насчет того, опасения о ситуации, которая может настать из-за какой-то радикальной, антирадикальной деятельности. Дело в том, что эта ситуация сейчас, она не актуальна, и, может быть, через 100 лет нам придется задаваться этим вопросом. Сейчас вообще это не актуальный вопрос, это не тезис. Вот что я хотел сказать. А дальше это Откуда уже у тебя другая данные тема. насчет актуальности или не актуальности темы? Я задаюсь вопросом сам тебе по плане того, что откуда тебе известно, что будет там через 100 лет, Вот, это будет не через 100 так как лет. нам неизвестно, Тогда почему ты и делаешь... сценариев может быть много, и нам неизвестно. Вот когда пройдет это время, и там уже сформируется ситуация, вот об этой ситуации надо думать, а не о всевозможных ситуациях думать и ничего не делать из-за этого. Ты уверен в завтрашнем дне или нет? Скажи мне это для И, начала. В ближайшее время мы Никто не голосового уверен в народа завтрашнем можем дне. Это поставить. ничего не меняет, это никак не касается этого вопроса. Какая внутренняя политика у нас есть, скажи для начала, разделенная на разные в Чечне, что ли, внутренняя политика? Где у нас будет внутренняя политика? В Европе, Я тебе сам же этот Европе, вопрос задал. О посмотри. какой внутренней политике идет речь? У тебя какая внутренняя политика? Он Кроме не говорил, он не физической говорил, вот этой- политика свободно, где? я объясню. Это я сказал, что когда ты начал говорить о Иране, о Америке, я сказал, это внешняя политика. Ты потом начал спрашивать, а где внутренняя? Ну В да, том-то и где? дело, да, в том-то и дело, что внутренняя скорее не политика, да, просто это тема внешней политики, если будет правильнее высказаться, вот так. У нас сейчас тема внутричеченской вот этой проблемы, да, радикальной, религиозной, не... Слушай, радикалы... Смотри, стоп. Не осилив которую абсолютно говорить о какой-то политике, о какой-то государственности, о каком-то народе, о каких-то там ценностях, да, там национальных и так далее, вообще нету никакого смысла. Если мы не перешагнем вот этот барьер, да, идеологический, то у нас вообще никакой темы сейчас абсолютно нет. Чтобы начинать какую-то политику, чтобы там как бы в нашем обществе заниматься его преобразованием, это общество, чтобы начало действовать в национальных, как бы, в русле национальных интересов, для этого нужно перешагнуть именно вот этот идеологический барьер, который полностью запрещает вести какую-либо там вот из перечисленных вот этой вот деятельности, да, там деятельности в русле национальных интересов. Абсолютно. Хорошо, да, У да. тебя там стоит вот эта задвижка, да, У которая... меня вот, смотри, задвижка, я не знаю, я против радикалов, тех или иных, не, вахаберы они вообще, я их за людей не считаю, но я считаю, что их нужно просто уничтожать в плане того, что эти люди не могут слушать, не понимают никакой язык. Зачем И- уничтожать? Раскрываем суть религии, и они сами расходятся. Нет, от того, что Да, ты да. раскрываешь что-то, никто не расходится, Я не начинается... понял. Ты был Нет. против радикализма, сейчас говоришь, что нужно их уничтожать. Это как? Что как? Ты за радикальные методы или против?
Слушай, я изначально для того за то, чтобы решить это все спокойно и мирно. Если это невозможно как-то так решить, ну, так-то иначе, так или иначе приходится прибегнуть к силе. О чем он? Ну, А что ты тогда говоришь, что ты не радикальных взглядов? Что ты почему честно? ты говоришь, что я радикальный? Смотри, если я не могу Ну с ты этим говоришь, их надо договориться, уничтожать. Их Не, мы уничтожать. как Зачем? раз Это таки, часть да, нашего мы, народа. последний вариант. смотри, мы как раз таки здесь вообще не говорим, что кого-то кто-то должен уничтожать. То есть Это мы да, я ведем говорю то же только, самое. мы ведем только информационно-просветительскую деятельность, и Ага, все. ага. Ибраим, он Вы ведете сказал образно. информационно-просветительскую деятельность, но после этого люди нас воспринимают вас в негативном ключе и уже начинают у вас Это говорить. какие люди? ЧГТРК? Закаевцы? Подожди, при чем тут ЧГТРК? Ты Когда в курсе, мне тут о религии говоришь, что приди сразу. Мопа, ты в курсе, что ЧГТРК на своем телеграм-канале, там, на своих площадках собирает вот этих вот ваххабистов, исламистов, и им говорит, чтобы, да, и им говорит, чтобы они там нас обезглавили, плюс 32 осуждаю, чтобы они хотя бы там приняли минимальные меры против нас, там, как это так, они разрешают там по Европе где-то. Если бы это было в Чечне, то давно бы на бутылку посадили. То есть вот такими вот лозунгами, призывами, как раз-таки подстрекательством занимаются. Ты в курсе? Угу. Йоксагят, Йоксаг. Как раз этим занимаешься. Так, ну эти же люди говорят, там они шариат хотят установить, ну. Ну, как раз радикализмом занимаются. У них уже получается двойные стандарты от того, что они сами говорят. Тебе же говорят, ЧГТРК, там сидят люди, и каналы у них там в Телеграме, собирают это этих я прекрасно радикалов. все знаю, зачем ты мне это говоришь? Что ты тебе говорю говоришь? за радикалов, которые там якобы мечтают о своем сказочном шариатском государстве, там шариат, вот это все установлено, но имеют двойные там вот позицию, двойные стандарты в некоторых аспектах своих высказываний. Та же двойная политика, которая ведется этим Джамбулат, как его Джамбулат Сулейманов или этот Закаев, другой, третий. У них Ну, значит, политика. их поэтому нужно использовать, их вот эту вот безбашенность, и их нужно против нас как бы подстрекать, да, чтобы они здесь совершили террористические какие-то методы. Я не знаю, что их так нужно использовать. Но те, которые живут в этих государствах, да, мечтающие о шариате, там, установлении, они и так или иначе это что-то там, да, сделают. И без этого, и без других. Ну, тебе нужно вчера послушать, как раз что говорят на ЧГТРК, и кто там сидит у них. Мы там у них не сидим, мы их противоположность, получается, так скажем. Мы их оппоненты. Наша цель – это просвещение народа в религиозном плане, просвещение, чтобы детей давали им дорогу учиться, родители занимались, чтобы бесплатное образование хорошее европейское получали, чтобы в любой момент они могли вернуться домой и построить свое свободное государство на основе Конституции 1992 года. Хорошо, они там шариаты строят, они шариаты строят. У меня вопрос. Это нынешнее, когда вы хотите это установить, оно будет в европейском стиле, это демократия, вот это все право. Конечно, а где ты видел лучше что-нибудь покажи. Ты шариат. Подожди, свободне. А ты можешь какое-то демократическое государство, не европейское или не американское, да, показать вот на арене, да, которое можно взять за основу?
Я Есть не такое? вижу нигде никакого демократического государства, потому что так или иначе есть ограничения в том или Ну ином смотри, государстве. смотри, Вот смотри, полная смотри, ты демократия сейчас, это есть стоп, 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 анархия, хаос. всех мало, мы дискутируем. Вот смотри, ты сейчас говоришь, хотите ли вы, чтобы наше государство, то есть как бы вот в этом направлении вы как бы хотите просветить общественность, чтобы наше государство было подобно европейским государствам, ну, демократическим европейским государствам. И сразу возникает вопрос, а где еще, вот если убрать Европу и Америку, где еще есть аналог какой-то, который можно взять за основу? Аналог? Ну, я не знаю, честно говоря, да, встречу. Я смотрю на страны, то на океане, в плане того, там Сингапур, не Сингапур. Ну, Сингапур, в принципе, неплохая страна. Сингапур, в какой РТГА? Там Ну, Малайзия да, есть. знаю. Там в Ну, океане, там Новая Зеландия, Австралия, там и все остальное. Новая Зеландия, да, отличное государство. Саакамел, да, Новая Зеландия, Тасмания, Австралия. Да, и тоже можно за основу взять. Абсолютно, как бы, как и вот европейское какое-то государство. Монархии там не у всех. Ну, в Австралии не монархии, не в Новой Зеландии. Монархии есть это Брунео, Филиппинах, и, ну, в Филиппинах, А я мы не же не знаю. говорим, что монархия нам надо. Народ никогда не примет монархию. И не принимал среди чеченцев, не было монархии. Про однополые браки я заговорил, потому что мне они не Да нужны. едь вон, в Махачкалу поедь, там 2 клуба. А зачем мне Однополые ехать в браки растят. Дагестан? В На тот Москву черт поедь, он там сдался. 35 клубов. Там А 30. Вы зачем мне он начинаете опять сдался? про клубы начинаете рассказывать. Мы Почему ты говорим мне о рассказываешь про свободных Дагестан, странах, когда я не демократиях. дагестанец? Зачем ты Так мне я про тебе Так Дагестан? говорю, зачем ты мне рассказываешь? потому что ты тоже рассказываешь про европейцев. Если ты, ну, европейцы, мы, конечно, европейцы, но А я европеец или я чеченец? возьмем Евросоюз, да? Зачем ты пытаешься тогда евросоюзовские какие-то клубы привлечь? Я не пойму. Если Мне ты не нужен чеченец. Евросоюзовский клуб. Зачем Подожди. Смотри, ты спрашиваешь сейчас, то есть, зачем вы, типа, нам ты хочешь притянуть какие-то евросоюзовские гей-клубы? Тебе сразу приводят в противовес, да, вот, проводят тебе такую параллель. У тебя в России существуют под носом, вон там, в Махачкале, гей-клубы. Если они в там Чечне есть существуют, гей-клубы? если они там существуют, эти гей-клубы, А в Чечне есть? тебе они нужны, вот как чеченцу, эти гей-клубы? Мне они не нужны, что в Дагестане, что Все, в Европе. теперь смотри, теперь вопрос тогда закрыт. Если тебе не нужны, как чеченцу, гей-клубы, то зачем ты тогда беспокоишься? Ну смотри, если ваша точка, вот смотри, право европейское, ну, установление Конституции рассматривает европейское право как таковое, то вы же должны разрешать эти однополые браки, вы на них ничего не видите, так таковых. Смотри, еще раз повторяю, в Чечне ты много людей знаешь, кто хочет, как в Махачкале, гей-клубы. Я таких не видел, но тут они в ТикТоке бегают. А что ты тогда беспокоишься? Вот я не пойму. Просто я тебе просто как бы задумайся хоть чуть-чуть, сразу не пытайся там ответить что-то. Если в Чечне не страдают, я не знаю, привязанностью гей-клубам, зачем ты тогда беспокоишься об этом? Какой смысл? Тебе что, кто-то насильно привезет и будет ставить какой-то гей-клуб у тебя? Не знаю, кто там придумал. Или, может быть, при Дудаеве были ночные гей-клубы. Наша Конституция 92-го года. Ты там где-то видел ночные клубы, гей-клубы?
Ночных клубов я не видел и не видел гей-клубов. Так И мы же сейчас не говорим вижу. об этом. От Ну 90 тогда не тема. Конституции 92 Например, года. да, например, в Чеченской Республике, да, вот, основанной на нашей демократической конституции, светской демократической конституции 92 года, никто не имеет права принуждать чеченцев, чтобы к ним приезжал Зверев и дарил часы за 100 тысяч. И это снимали на телевидении, и он обнимался с Кадыровым или там с другим каким-то чеченцем и говорил, что это его лучший друг. Нигде у нас такого принуждения по нашей конституции нету вообще. Только вот Россия может туда прислать Зверева и заставить делать вот эту вот сцену, акцию, да, там, чтобы ему дарили часы за 100 тысяч, обнимались и говорили, что он лучший друг Кадырова. На Зверева мне абсолютно плевать, честно говоря. Мне он не нужен, пусть туда едет, хочет, едет, мне он здесь Ну, я не ж тебе интересен. я ж просто объясню тебе. Берем Конституцию 92 года, предударили. Были ли клубы там какие-то? Или геи, ты Я видел тебе там? ответил, что не было там никаких клубов, ты Ну меня все тогда. переспрашиваешь Вот заново. мы Ты не говорим об слышишь этом. меня У или нас да? нету, у нас не Хорошо, предусмотрено. я У нас понял. есть Конституция Хорошо. 92 года. Все. Да, у вас есть Конституция 92 года, да, я это понял. А теперь, Ибрагим, я не знаю, то и этих соединенных людей можешь немножко успокоить в плане того, что их там как-то оскорбляют или они как-то пытаются меня задеть или что-то сказать. Там, Нет, еще. я полностью, да, призываю всех, вот Мопко, да, пускай он там оппонент, пускай он вообще не осведомлен в каких-то вопросах, но то, что он себя полностью адекватно ведет, полностью подтверждаю. То есть в дискуссии где-то... Так мы его не оскорбляем, ничего, Так я объясняем. тебе Он говорю, там Леха, хочет там в проброс сделать, комментариях, как если будто ты мы видишь, хотим что... гей-клубы открыть. Это от него же шло. Я говорю, что там нету в этой конституции или нет, я Не, сказал, хорошо. он может как бы это свою какую-то даже неточную информацию, либо пропагандистскую выговаривать. Главное, он себя ведет адекватно. Это я полностью как бы... То есть он... Мой респект. Да, то есть он говорит то, что молодец, то есть Конституция я не видел, то есть 9 клубов, но в чате, когда Ибраим рассказывал, да, говорит, кабаки будут при том, как вы придете Ичкерию делать, там, 9 клубы, там, вот это вот все. И ты сейчас говоришь, что тебя как-то оскорбляли, тебя никто здесь в чате не оскорбляет, не задевает. Твоя цель того, что ты в чате сделал, подожди, цель того, что ты в чате писал, Да, я оскорбляет задавался республику. вопросом. Да что, мне нельзя задать вопрос? Если ты против того, Зайти, что я задавал вопрос, зайти, задать вопрос и написать в чате что-то, да, это две разные вещи. это для тебя не вопрос, если я поставил туда вопросительный знак. Будут ли там бордели, не бордели и тому подобное, я задавал вопрос. Да? Тебе же только что объяснили, ты видел при Ичкерии? Подожди, почему ты меня То, сейчас что там, Аэл, то, что там в чате было, давайте сюда не выносить. Здесь вот в голосовом он нормально общается. И давайте по теме вот так будем идти, да, там, соблюдая... Я культуру признал, общения. смотри, я сказал хорошо. Если там такого нет, то хорошо, нету вообще каких-либо вопросов. Если ты хочешь за это зацепиться, за то, что я написал там в чате, это не имеет никакого смысла. На данный момент, когда я тебе ответил ему, сказал хорошо, если там такого нет, то вообще нет вопросов как такового. В чем твоя предъява мне сейчас? Маршалду, Сергей. Если Отсюда микрофон, кермая готлеш. Если- Особо опасно, разыскиваем. Полностью. Если будет время, дадите мне микрофон, пожалуйста. Тоже хотелось бы высказать. Попозже. Но сейчас, если мысли есть, выскажись, и мы дальше пойдем. Ну, хорошо, если вы даете время высказать свои мысли. Начнем с диагноза российской болезни, да? И эта болезнь, она несет и направлена только на чеченский народ.
Это 100%. Видно, так как европейских начали, чеченцев, так как они Попробуй эту российскую болезнь просто как бы более объяснить, да, вот ее, в чем она состоит, в чем она заключается. Ну, знаешь, это уничтожение нации и как бы, чтобы все стали как бы одним русскими людьми. Это уже обширение российской территории. Обобщение. Да, Обобщение. чтобы обширять земли. Обобщить всех как бы под это дело и расширить, да, зону. Да, это натуральная... Все принято. Принято. Окей. Так, дальше давайте идем по теме. Если есть возражения, можно высказать. Если кто-то считает, что это неправда, что такой болезнью Россия не страдает, и другим эту болезнь она не передает, да, там, не прививает, можно высказать. Ну, тогда я могу еще добавить, как раз таки, которые сумели вовремя или же по воле Всевышнего выехать, выжить, и они находятся на территории европейской. На безумие, да, вот. Нет, наоборот таки. Мы тут, если европейские чеченцы не будут говорить хотя бы всю правду внутреннюю чеченскую, которую там уже заоккупировали, и все стали рабами налогов, доходов там всяких. Если ты не способен выплатить налог, бери автомат, осуждаю, и на любую территорию военную все отсылают, наказывают. Аллах рисует. Так подчеркну, то есть да, хотя бы если кто-то об этом не будет говорить, то есть понятно, что люди не имеют там свободы слова, свободы выражать свое там, будь это инакомыслие или вообще мысли, то если есть те, кто это может выговаривать, то в этой ситуации, не знаю, просто интуитивно хотя бы нужно радоваться. Понятно, что люди, которые находятся под этой системой, да, под жесткой, им вообще, наоборот, всех призываем, чтобы соблюдали там свою конфиденциальность, чтобы там кто слушает, вообще не, скажем так, не пытались что-то где-то прокомментировать или лайкать, или максимум то, что можно делать, это слушать и вот так мысленно, как говорится, поддерживать, да, там, то есть интуитивно, чтобы мы понимали друг друга. В остальном там, какие-то действия предпринимать, да, полностью категорически призываем, чтобы такого не делали. Да. Тут, наоборот, мысленно надо себя почувствовать, в каком мире он живет. Вот что мы несем. Не надо в бешенство впадать, в панику. Вот наоборот, мы призываем в порядке, успокоению, чтобы успокоились люди. Но им не нравится, когда европейские чеченцы говорят про них правду. Поэтому це дохумдац. Но есть, да, другие пути. Как бы уничтожить чеченскую нацию. Все. Одна цель и стремление у них только на это. Чтобы и Кавказ был русским. Все, это территория Российской Федерации тюремного заключения.
даешь планю цель. Поэтому им не нравится, когда про них говорят правду. И что они несут. Цель дохумда. Поэтому они обвиняют европейских чеченцев, чтобы обвинить перед странами, где они находятся, чтобы и так далее. Стараются. Создают тут всякие компании свои, закаевские, там, не знаю, вот эти все и так далее. Все надо смотреть и взрыть в корень. Думаю так. Если ты взрышь в корень, значит ты выживешь и спасешь свой народ. Хотя бы говоря правду. Думаю так. Так, где у нас спикеры? Куда у нас делись? Виндетта там и другие. Давайте чуть-чуть к эфиру подключаемся, да? Не отходим от темы. То, что это как бы основная тема сегодня эфира, то, что русская оккупационная администрация в Чеченской Республике 7 апреля на территории, где нельзя пикнуть вообще, ну, выражая какое-то инакомыслие, это чревато потерей без вести, там, насилием, изгнанием и так далее. Да? Вот в такой вот ситуации русский вот этот суд, он выносит там решение, что Чеченская Республика, ее вписать в статус террористической организации, Чеченская Республика Ичкерия. То есть государство, с которым подписывал договор вот этот вот русский, ну, русское образование, да, русское государственное образование, Русская империя в 1997 году, 12 мая, в Кремле подписала договор о мире с теми, кого они сейчас называют, ну, пытаются через вот этот суд приобщить к террористической организации. Это как бы с одной стороны выстрел себе же в ногу, да, потому что у нас есть все документальные видео доказательства, да, вот этих вот мирных договоренностей, межгосударственного договора. Кстати, у нас вот скоро годовщина подписания вот этого договора в мире. И заявление, интервью президента Русской Федерации Ельцина Бориса Николаевича, который во время этих договоренностей там четко озвучивает, что мы поставили точку 400-летнему противостоянию, где всегда была какая-то неуверенность, какие-то разногласия, какие-то, ну, скажем так, обстоятельства, которые вот так вот постоянно военно как бы противостояли, из-за которых вот так в военном плане противостояли две стороны, чеченцы и русские. Мы поставили на этом точку, подтверждает русский президент, который был до вот этого нынешнего царя. А нынешний царь через свою администрацию в Чеченской Республике сейчас принимает решение о том, чтобы государственное образование, ну, государство, с которым у них договор о мире,
это определить или дать статус этому как террористическая организация. Вот такое вот дело. Понятно, что вот эти исламисты, которых создает русский мир, которыми манипулирует русский мир, которых подстрекает через всякие вот эти пропагандистские помойки, включая официальную оккупационную вот эту вот пропагандистскую помойку ЧГТРК. Все вот эти радикальные элементы, понятно, что манипулируя ими, пытаются вот так вот, ну, натянуть носок на глобус, как говорится. И то, что там их признают там, террористическими, исламистскими какими-то образованием, да, или там группами, пожалуйста, сколько вашей душе угодно, это ваше детище. Но государственное образование, как Чеченская Республика Ичкерия, которое провозглашено чеченским народом, которое основано на Конституции 92 года, которую русские хотели ликвидировать, приняв какие-то низамы, принзамы, непонятные вот эти подлоги через Идиговых, через Яндарбиевых. Эта конституция, она существует, и у нас есть общество, которое придерживается этой конституции, и именно государство, формата государства в русле или на основе вот этой вот конституции. Да. Еще буквально вчера была паника, что высказал Трамп. Ну, он давал там сутки, да, по-моему, на исчезновение Ирана. И в тот же момент российские войска через полигон чеченского этого Ахмата, они выслали какое-то количество также в эту кровяную грязь, скажем. Ну, численность до сих пор не... Я пропустил. То есть официально русский оккупационный режим в Чеченской Республике объявляет, что отправляет в Иран на поддержку своим братьям, то есть Иран это братья русских, что вот этот русский оккупационный режим в Чеченской Республике официально отправляет какую-то там силу, живую силу в лице пехотинцев Путина в Иран, да, на подмогу. Да, да. Очередной, просто очередное вот это самое, когда в любых, ну, значит, что это говорится? Кремль говорит, или, не знаю, Да, ситуация, чего плачевная, шун, кенти, фьюари, вежари, фижари, бахки, кегер хой, шуны один массу, да? Вайкоманте, ну ладно, на русском скажу, да, очень плачевная ситуация, да, потому что обращаюсь, да, там, ко всем соотечественникам, потому что все-таки вот то, что в Чеченской Республике годами как бы постоянно практиковали, то, что там проводили, да, вот эти все какие-то военные обучения, потом вот эти мечети, которые строили, чтобы манипулировать обществом, потом всякие спортклубы. То есть просто, к сожалению, это делалось для того, да, и сейчас огромная вот угроза, что на наших соотечественников, ну, есть как бы то, как бы для чего их будут использовать, да? То есть вот это вот плацдарм, да, специально. То есть там, видимо, вот это такая имперская политика, русская имперская политика, она неплохо подготовилась, и все, что вот они проводили, все вот эти мероприятия по
скажем так, дрессировки нашего общества. То есть на них сейчас, на это общество сейчас они будет, короче, плацдарм, где их можно будет использовать, то есть где они готовили их использовать. И это очень нехорошая ситуация, потому что вот это в мире, то, что развивается, они будут закидывать сейчас и в Иран, наверное, этих пехотинцев, и куда-то, и в Палестины, чтобы мотивировать побольше, да, типа там, и вот это какая-то битвы, иерусалимские битвы, скажем так, всякие 12 тысяч, маджахетские битвы, вот эти темы, да, которые там в песнях где-то нам пели специально. Короче, не только Украина, а вот эта география может сейчас расшириться. И, короче, там плачевная ситуация. Могут на конвейер поставить вот наших соотечественников. Есть Да. все-таки такая огромная опасность. К сожалению, я вот склоняюсь, что в итоге это полностью будет поставлено на конвейер, да, там границы, все схлопнется, вот эта мышеловка. И в качестве пушечного мяса они будут вот так вот, короче, на фронты отправлять. Бля, есть, скажем, вот как ты подсказал, 3 конвейера. 3. Я вижу как-то 3 конвейера, да? Одно, это ЛГБТ, там, в Махачкале, гей-клубе, да, вот когда говорится. И этому конвейеру, куда закидывают живую душу, ему доказывают, ты дятел, вот твое дупло, бейся в свое дупло. Если есть второй конвейер, ты сам, Свобода, ты, ну, ну, ты вообще опасно. есть У второй, тебя слишком твой, короче, этот самый сценарий, да, происходящего, не выдерживает такого критики, скажем, не слишком понял, извращен. извиняюсь, если что. Да, извиняюсь. В общем, второй конвейер это солдат. Ты солдат, все, лей свою кровь. Куда мы тебя направим? Вот твой конвейер. Третий конвейер это шариат, да, вот их закон жесткий. Если ты не будешь ни солдатом, ни дятлом, все. В общем, 3 конвейера, да, есть, думаю. Поэтому надо очень четко, глубоко подкапывать их умы или же их планы. Надо очень осторожно быть и вывести для себя реальную правду жизни. Если ты чеченец, все, соблюдай свои отцовские законы, горские, да, вот эти мужественные. Ну, если ты уже расслаблен или устал от этих конвейеров, там все такое, лучше потерпи. Сиди тихо, не высовывайся. Вот как Ибрагим говорит, лучше не комментируйте или что-то там вот такое. Пожалуйста, очень тяжелые времена наступили. Поэтому объединение, сплоченность только спасет. Думаю так, в конце концов. Ну ладненько. Желаю всех благ в жизни, в выживании, здоровья, счастья, любви к семье своей, чтобы вы уважали отцов, матерей, братьев, сестер, друзей. В конце концов,
хаймох кабуль цунсидеш. Вот. И все. Думаю, это достаточно на первое время. Вот такие у меня к вам Все дамы. принято. Так, давайте эти ссылку раскиньте. Дальше как бы будем другие темы тоже развивать. Куда наши эти спикеры расползлись? Или рассосались. А могут быть и на разведке. А куда наш Маппо делся? Маппо куда делся? Орел. Ты его, думаю, сразу испугал. Ну, понятно, что тема, о которой мы говорили, для него слишком опасная была, потому что он вообще вышел в эфир из вот этой вот группы Сурсада, да? Кто не знает, Сурсад — это в Чеченской Республике, там дорожные вот эти вот всякие службы, да, которые следят за чистотой, там, за дорогами, за вот этим порядком. И обычно людей, кто провинились, да, перед вот этой системой, которая там насажена, установлена, их как бы в качестве штрафников их определяют вот в этот Сурсад. И они вынуждены там проводить какие-то работы, ну, как исправительные, скажем так. И этот Сурсад, вот эти, кто провинились, кто выразили какое-то инакомыслие, у них там есть, скажем так, не только как бы обязанности в их вот этой вот исправительной, так скажем, работе, не только в виде вот этого там очистки дорог там каких-то, но они также вынуждены и в интернете активно тоже как бы проявлять какие-то вот эти, ну, свою активность в интернете, где им велено ставить лайки, писать какие-то комментарии и отстаивать позицию, короче, интересов вот этого оккупационного режима. Поэтому, с одной стороны, эти люди, они подневольны, да, и их поэтому как бы троллить тоже такое дело не благородное, потому что они заложники этой ситуации, и в интернет они заходят, в частности, принудительно заниматься вот такой вот пропагандистской там информационной работой. Так вот, Моппо наш пишет: Ахмад, сила, так или иначе, я поддерживаю нынешнюю власть, что бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили. Ну, ты вынужден это писать, поэтому я бы вообще-то я бы не стал тебя троллить там. Конечно, это осуждаемо, да, потому что вот человек там, которого взяли в плен, и потом его поставили там враги в свои ряды, дали ему оружие, и он идет на тебя с этим оружием, стреляет в тебя. Ты понимаешь, что он подневольный, что он как бы в штрафном батальоне. Если он повернется назад, то его сразу пристрелят. Но тем не менее ты вынужден защищаться, потому что от того, что вот этого человека захватили, и ты поставили вперед вот этих твоих врагов, ты не можешь как бы, и ты не ведешь ответного огня, то ты проиграешь, естественно, тебе придется вызывать огонь на себя, дать себя там застрелить, короче, и таким образом ты
проиграешь, да, там, ну, так, на военной ситуации мы параллель провели, точно так же и в информационной вот этой среде, если там человека вынудили, поставили его писать там Ахмад Сила туда-сюда, да, понятно, что он подневольный, но вот это вот всякий, вот этот понос, скажем так, словесный, ну, в виде вот этих лозунгов, там, Ахмад Сила, Путин красавчик, Кадыров красавчик, там, Россия мощь, шеф-чемпион, там, да, вот эти вот лозунги, они являются как бы, ну, словесным поносом, да, именно вот этой русской оккупационной их, короче, среды. И Ахмат никакая не сила. Ахмата давным-давно на стадионе. Я, кстати, от этого взрыва проснулся. Я вот прилег, так в одном месте я был, как бы, скажем так, в гостях, да, и в этот момент прилег, и вот от этого взрыва я проснулся, когда Ахмата русские мочканули на стадионе. То есть после того, как он перестал быть для них полезным, да, и они сделали ставку на сына. Так, Леху Квиструлё машу. Если что, у тебя микрофон включен, Леху. Я не могу его выключить. Сейчас Все, я тебе... включил. Я тебе выключил его. Если нужно будет, сам включишь. Я потому что включать не могу. Все понял. Вот, вот такая вот ситуация вокруг Ахмат Силы. Ахмат не сила, Ахмат после того, как он определенное грязное дело за русских там, ну, основное там сделал, вот, поспособствовал полностью в том, чтобы русско-чеченская война стала неким внутренним конфликтом, что все преступления русских России в Чеченской Республике, их аккуратно фокус вот этого внимания с двух сторон, да, где были русские и чеченцы, его перевели на чеченско-чеченский. То есть у нас появились какие-то промежуточные персоны, да, которые встали между чеченской стороной и русской. Совсем вытекающим из чеченской стороны, да, там, стороны, со всеми вытекающими там вот этими радикальными элементами и так далее, но тем не менее были две стороны. Это сторона русских и сторона чеченцев. И все, что происходило на территории там Чеченской Республики, и вообще с чеченцами, оно как раз именно вот эта ситуация, она протекала между русскими и чеченцами. И вот когда Ахмат, там, до Ахмата, там, кто там был? Малика Газимиева, потом где-то на этот период, там где-то был и этот еще, как его фамилия, блин, забываю я постоянно. Прям вот перед этим крутится у меня.
кто сказал, что чеченцы будут, но это будут не те чеченцы? Напомните. Ну, короче, Пример Латвии, которого назначила да, да, Россия там. да, то ли премьер-министр или кто он был. Короче, тоже вот эта персона там и другие потихоньку, вот через Ахмата они как раз, то есть если бы не Ахмат и не потом они Алханова туда временно поставили, вот эту до них еще Малику Газимиеву, дагестанку. После сейчас, короче, Кадырова-младшего, то есть вот эти персоны, через них русские аккуратно весь фокус своей вот этой вот там, бандитской деятельности, там, преступной деятельности в отношении чеченского народа, с себя весь этот фокус они перевели на вот эти персоны. И как будто бы вот эти вот персоны, там Рамзан, его Пахан, там вот эта Малика, которая была, этот же Алханов Руслан, линейный отдела начальник. То есть вот эти персоны, они поспособствовали тому, что ну, вот этот фокус переведен на внутричеченскость. То есть у нас теперь появилось не русско-чеченское какое-то противостояние или, скажем так, военные какие-то действия, стороны конфликта. А у нас получилось так, что чеченцы внутри себя что-то там у них происходит. Что-то у них там с Кадыровым со своим не так, чеченским. Вот то, чему послужила Ахмат-Сила. Да, для русских это Ахмат-Сила, потому что они удачно информационно вот так вот преподнесли и преподносят это всему миру, что они как бы в качестве рефери, они как бы вообще в стороне всех этих событий, а события протекают среди самих чеченцев. И, кстати, вот покойный недавно, которого, скорее всего, застрелили, Умар Джабраилов, плюс 32 осуждаю, который вот это, ну, недавно событие было, да, он как раз-таки буквально недавно где-то давал там тоже интервью и сказал, что он очистил, грубо говоря, задницу русских. Когда мировая общественность критиковала Россию, как вы поступаете с чеченцами, вы полностью ущемляете их права, то Умар Джабраилов как бы выходил там на первый план, потому что он баллотировался, этот русский халуй, ну, это полностью русская пешка была, да, которую они в нужный момент там в России где-то ее афишировали. Вот этот вот человек, он как раз в такой ситуации выдвигался на передний план, и получалось так, что о его личности начинали говорить, как это там с чеченцами происходит что-то, да, и нарушаются их права, или там они ущемлены. Когда вот у нас в России баллотировался в президенты вот этот Умар Джабраилов. И Умар Джабраилов напоминал, это вот недавно где-то там интервью русским, что вы должны благодарить меня, цитирую, да, вот примерно так, за то, что я вас, ну, вашу Вы даже задницу... не отблагодарили меня, да? Да. Грубо говоря, за то, что подчищал вашу задницу. То есть вы даже не отблагодарили. И теперь он якобы застрелился вот недавно. Короче, по всей видимости, уже он старчески
после вот Начал этих... болтать лишнее. Да, Болтать да, да, лишнее да, начал. да, он постоянно обдолбленный был наркотой вот этой там, даже ему нос что-то там отрезали половину, да, из-за того, что он употреблял это дело. То есть человек уже, который начал выговаривать неугодные вещи, то есть информацию выдавать, которая была опасна для публичного вот такого ну, разглашения ее. Поэтому Умар Джабраилов застрелился. Якобы. Так, тут пишут, кто такие были Ямадаевы. Ямадаевы, я вообще-то очень мало информирован про этих людей. Я знаю, что Сулим Ямадаев, он вроде бы был участником вооруженного сопротивления, когда вот русские Первую русско-чеченскую войну воевали против нас. Он где-то на вот этих видео каких-то моментах, не знаю, насколько он в реальности там участвовал в каких-то действиях, но он как бы на стороне, на чеченской стороне вооруженный человек вот, подпадает на какие-то видеокадры. Потом, после Первой русско-чеченской войны, в момент перемирия, вот эти, после проведения переговоров, потом подписания договора о мире, я тоже видел, что он где-то там поддерживал Масхадова, да, где-то был на его стороне. И вот в этом конфликте против ваххабитов, который был в Гудурмесе, спровоцирован вот этот конфликт, там он тоже как бы был на стороне Масадова и держался позиции, что ваххабню нужно вытеснить, короче, из нашей республики, как бы разобраться с ними. Примерно вот такой позиции. Это с моего ракурса то, что я видел. А потом уже, когда началась Вторая русско-чеченская, он активно принимает участие на стороне русских, является их офицером. И в итоге, по всей видимости, его брат Руслан, еще там у них несколько братьев, они, видимо, пытались конкурировать за власть, чтобы русские сделали ставку не на Кадыровых, а на них. И там, видимо, они как бы превысили полномочия, то есть вне зависимости от того, что русские не согласились на то, чтобы они возглавили русский оккупационный режим, они, видимо, пошли против своих хозяев там и попытались все-таки на месте, да, как бы вне зависимости от недовольства русских, сами как бы, как говорится, самодеятельничать, да, и вот тогда их всех, короче, подряд замочили. И это могли сделать только русские спецслужбы, потому что там у какого-то Кадырки, который из своего села никогда не выходил, у него нету там каких-то возможностей в государствах, где этих людей расстреливали, там Руслана Ямадаева в Москве, прям в машине там рядом проезжавший вот этот мотоциклист ликвидировал. Плюс 32 все осуждается, просто мы разъясняем здесь. Самого этого Сулейма в Эмиратах, по-моему, то есть это в Эмиратах, да, в Эмиратах это, да, у Кремлевской стены Руслана ликвидировали, самого Сулейма ликвидировали в Эмиратах, насколько я помню, да, и это сделал, то есть оружием сделал это, как все там подчеркивали, вот этот особо приближенный к Кадырову Демилханов,
короче, его тоже они как бы списали. И это все может делаться только через посольство. То есть страна, там, вот эти Арабские Эмираты, они должны быть осведомлены, и человек, там, который это совершает, там, оружие, пятое, десятое, то есть это чисто на таком высшем уровне в России только можно как бы осуществить. То есть там, короче, их аккуратно почистили за вот такое вот, за вот такую самодеятельность. Хотя они очень одну из самых грязных работ за русских провели. То есть они вообще вокруг Кадырова организовали вот этих то есть переход на русскую сторону чеченцев. Как раз таки ему способствовали вот эти Ямадаевы брать. И вот эту персону Кадырова они как бы, ну, скажем так, выдвинули эту персону изначально, организовали. И тоже те люди, которые там вокруг них, они вытягивали их, но русские ставку сделали не на них, потому что у них, в отличие от вот этих, которые просились на роль, короче, палачей среди чеченцев для осуществления русского вот этого, их политики. То есть там русские сами выбирали, кого они будут использовать, кто будет исполнять вот это дело для них. Короче, больше такой информации я не знаю. Если у кого-то есть, можете про них проинформировать. Так, ладно, на сегодня, раз у нас спикеры не подтянулись, на сегодня можно, наверное, завершить, да, Лехук? Да-да, Можно. можно завершить. Там, по всей видимости, другие есть чаты, куда все как бы разошлись. Тогда мы тоже, кто хочет, может по этим чатам уже прогулку устроить. Дикту Гартане, Даерцу, всем благодарность за лайки, за подарки, за, короче, пожелания там, за участие в Тегаберг ТВ. Короче, вот такая ситуация. Масумаш, Ойл, оставайтесь, пребывайте, будучи свободными. Баркал Дейресуль.